Снегопад в Сибае продолжается третьи сутки. Согласно информации, предоставленной городской метеорологической службой, сверхнормативного количества осадков в городе не наблюдается. За прошедшие 24 часа выпало 4 мм осадков, что составляет лишь седьмую часть от среднемесячной нормы. Тем не менее, снега на улицах предостаточно. По словам ответственных лиц, работы по расчистке Сибая ведутся в рамках утвержденного графика. Снегоуборочная техника выходит на дорогу и работает всю ночь, прежде чем основной поток людей отправится на работу. По этой причине результат работы коммунальных служб в лучшем случае остается незамеченным. Улица Ленина. Установить толщину снежного покрова сложно, так как снег наметает. 6 часов утра, большинство горожан еще спит. К тому времени, когда здесь образуется трафик, основные улицы города должны быть уже вычищены. Впрочем, надолго результат зафиксировать не удается. Основную проблему, как показывает практика, составляет даже не количество осадков, а установившаяся низкая температура, что придает снегу рыхлую консистенцию и метущий ветер. Так, к вечеру вторника, 7 февраля, были очищены все центральные улицы города. Техника, согласно установленному плану, перешла на расчистку поселковых дорог. Однако к утру погодная ситуация потребовала вновь перебросить основные силы УЖКХ обратно в город. Да, осадки обильные выпали. Особенно сегодня ночью обильный снегопад. Сегодня я чистил поселок Южный, Южный 2 полностью. Сейчас закончил, переехал на Ленина. Есть определенное постановление правительства Российской Федерации, которое дублируется постановлением правительства Республики Башкортостан, которое регламентирует порядок уборки в случае выпадения осадков. Это, значит, в первую очередь убираются дороги федерального значения, потом дороги регионального значения, потом дороги, которые, значит, ведут в город, въездные части в город, автобусный маршрут, после этого основные городские дороги и уже потом второстепенные городские дороги. То есть мы должны придерживаться этого регламента и убирать дороги, значит, в таком режиме. Городские дороги таким образом делятся на две категории. В первую очередь очищаются центральные, те, которые больше всего загружены движением и по которым проходят автобусные маршруты. В их числе проспект Горняков, улица Ленина, Закива-Лиди, Чайковского, Клара Цеткин, Белова, Пионерская и Индустриальное шоссе. Для выполнения данного объема работ задействованы все технические силы управления жилищно-коммунального хозяйства в круглосуточном режиме. Так КАМАЗы, оборудованные ковшами с резиновым скребком, начинают курсировать по городским улицам сразу по мере появления снежных осадков. Технические возможности этих машин позволяют справляться только с легким неукатанным снегом. Поэтому в случае погодного сюрприза и большого транспортного потока на помощь приходит грейдер. Он двигается вдоль основной проезжей части, сгребая снег ближе к краю. За ним следует трактор, очищая линию обочины. К вывозу снежных валов работники УЖКХ приступают уже в дневное время, когда движение снегоуборочной техники становится затруднительным. К сожалению, состав технического парка управления жилищно-коммунального хозяйства достаточно ограничен. Данное обстоятельство непосредственно отражается на возможности оперативно реагировать на погодную ситуацию на территории всего города. По количеству техники у нас сейчас на данный момент в городе работает, как я уже сказал, 2 грейдера, 2 трактора, 3 единицы резинок, 1 трактор работает на пешеходниках, на пешеходных дорожках. Значит, вот эта техника, она самая востребованная. Минувшей ночью проводилась уборка снега на дорогах в поселках Дом Рыбака 2, Южный и Южный 2. В связи с ухудшением погодных условий в 4 часа утра техника вновь была переброшена в город. Также дополнительно задействовали еще 2 единицы техники, которые были направлены на расчистку автобусного маршрута в поселках. Предпринимаются комплексные меры по обеспечению бесперебойного движения транспорта на территории Сибая и выездах в направлении Баймака, Акьяра, Магнитогорска и Абзелиловского района. Кроме того, руководством города достигнуто соглашение с представителями сибайского филиала Учелинского ГОКа. Уже сегодня на помощь технике УЖКХ пришел мощный грейдер предприятия. Предварительно его планируется задействовать в очистке от снега поселков Горный, Южный, Сарматы и Северный. Ренат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.